Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам. Соответствующий законопроект опубликован на сайте нормативных актов. Поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами, проект предусматривает, что такое приостановление будет носить временный характер, а именно приниматься на срок до 10 рабочих дней, говорится в пояснительной записке к проекту. Само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц из ФСБ и Росфинмониторинга. Документ также предполагает обязательное уведомление Генпрокурора России о принятом решении. Возможностью смены банка для перечисления заработной платы воспользовались 14% россиян. Центробанк анонсировал борьбу с зарплатным рабством. Он планирует использовать в этих целях систему быстрых платежей. Работодатели смогут перечислять зарплату сотруднику по номеру телефона на счет в том банке, который он выбрал. Закон, отменяющий зарплатное рабство, был подписан в ноябре 2014 года. За 4,5 года с момента принятия закона своим правом воспользовалось 14% работников. Еще 9% планируют сделать это в ближайшее время. При этом почти половина сотрудников не собирается менять банк, а 14% работников столкнулись с внутренними правилами компании, которые ограничивают их в выборе банка. Alibaba Group отказалась от монополии китайских продавцов и производителей на своей глобальной площадке AliExpress. Как заявил представитель AliExpress в России, в ближайшее время возможность продажи по всему миру откроется и для российских продавцов. Наибольшим спросом, вероятно, будут пользоваться косметикой и текстиль. До недавнего времени площадка торговала по всему миру только товарами китайского производства. Впервые ограничения для производителей из других стран были сняты в ноябре 2018 года. Тогда для пользователей по всему миру стали доступны товары из Турции. Сейчас завершаются переговоры еще с несколькими сетями, в том числе из Италии и Испании, на предмет вывода их продукции на глобальную площадку AliExpress. Компания «Алроса» по итогам аукциона по продаже алмазов специальных размеров, это более 10,8 карата в израильском Рамат-Гане, реализовала 92 алмаза общей массой 1700 карат. Суммарная выручка составила 9 миллионов 300 тысяч долларов. Аукцион в Израиле посетили местные фирмы, которые в большинстве своем специализируются на крупноразмерном сырье, а также представители алмазного рынка из других стран. Всего было приглашено более 100 компаний. В 2018 году «Алроса» провела в Израиле 6 аукционов по продаже алмазов специальных размеров. Выручка по итогам года достигла почти 90 миллионов долларов. До конца 2019 года компания проведет в Рамат-Гане еще 4 аукциона. В Якутии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к концу 2024 года реализуют 2 региональных проекта. Это региональная программа комплексного развития объединенной дорожной сети и общесистемные меры развития дорожного хозяйства. По региональной программе комплексного развития объединенной дорожной сети с учетом предусмотренного финансирования к концу 2024 года доля дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, достигнет 39%, а в городской агломерации город Якутск – 85%. По проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» планируется установка 58 комплектов фото-видеофиксации в Якутске и на дорогах регионального значения, а также 2 автоматических весогабаритных пункта контроля автотранспортных средств. Всего на эти цели предусмотрено 770 миллионов рублей из Дорожного фонда республики. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.